Ландшафтная архитектура Сухума претерпела серьезные изменения за прошедшие 100 лет. В начале XX века в Сухум приехала российская интеллигенция. Среди них были профессиональные ботаники, любители-садоводы. Именно их усилиями Сухум превратился в город-парк. Чрезвычайно благоприятные климатические условия и богатство субтропической флоры позволило широко развернуть в Сухуме зеленое строительство и превращение его в город-парк. Особенно интенсивно стало проводиться озеленение города при советской власти. Именно тогда зеленые насаждения занимали огромную площадь. В городе было высажено много видов преимущественно древесных и кустарниковых субтропических растений, в особенности пальм, камфорного благородного лавра и серебристой акации, кедров, эвкалиптов, самшита, а также тысячи цветочных растений. Были созданы новые скверы и парки, озеленены улицы, дороги, ведущие в город. Зеленое строительство города ставило перед собой задачу обеспыливания улиц, уменьшения шума и так далее. Специфичностью Сухума является то, что он южный город. Здесь имеется избыток тепла и света, и потому он, конечно, нуждается в сплошных и плотных массивах зелени. Зелень стала составной частью архитектурного облика Сухума. Озеленение улиц производилось с таким расчетом, чтобы в общем ансамбле города-парка каждая из них имела вид аллеи и была отлична от других. На улице Гулия, например, были посажены главным образом сосны. Вдоль улицы Воронова протянулись 2 ряда платанов. На улице Сахарова высились гималайские кедры. Планировка советского социалистического города решалась как стройно разработанная, хорошо обоснованная система архитектуры, в которой зеленым насаждениям отводилось одно из первых мест. Зеленые насаждения имели значение не только как архитектурный элемент, но и, главное, как наиболее эффективный фактор улучшения санитарно-гигиенических условий города. Парк имени Ленина появился в центре города в 1880 году и принадлежал Сухумской епархии. В начале XX века парк перешел к городу и получил название Александровский парк в честь российского императора Александра III. В 1921 году Александровский парк был передан Советским профессиональным союзом. В 1924 году в парке был установлен памятник Ленину работы ленинградского воятеля Пинчука. В 20-е и 30-е годы в парке находилось фотоателье «Прогресс», где работал один из лучших фотографов Абхазии Козлов. Таким образом, в начале XX века единственным общественным парком Сухума был парк имени Ленина, расположенный в центре города между улицами Ленина и Театральной. 30 мая 1938 года он был уже открыт как парк горсовета, парк культуры и отдыха. В центре парка построили музыкальную раковину. Большие широковещательные афиши рекламировали выступления духового оркестра, концерты на музыкальной эстраде, киносеансы на воздухе, карнавалы, балы, тир. Парашютная вышка, которая стояла в центре парка, была отремонтирована, обшита досками. Здесь проводились массовые игры, аттракционы и познавательные лекции. Вход в Сухумский городской парк был платным. В 1939 году в Сухумском парке отдыха открылось летнее кино. Горсоветом был оборудован экран и установлены скамейки для зрителей. В летнем кино абхазским отделением кинотреста ежедневно демонстрировались лучшие художественные звуковые кинофильмы. В 1953 году были уложены коллекторы для отвода ливневых вод, высажены новые декоративные растения, разбиты аллеи, дорожки посыпаны щебенкой. А в 1955 году в Сухумском парке имени Ленина открылась летняя библиотека. Она была хорошо оборудована, располагала большим книжным фондом.
журнала. Итак, мы находимся в одном из самых старых парков города Сухум, Александровский парк, первое его название. Скажи, пожалуйста, вот композиционно как выстроен этот парк для ландшафтного архитектора? Мы скажем так сначала, да, то есть начнем о градостроительной планировке вообще нашего города. Да. Наш город античный, он у нас спроектирован по гипподамовой системе. Как бы уточним, что это просто это сетка из квадратов, то есть прямоугольные улицы, прямоугольные перекрестки. И, следовательно, парки, которые выделены под городскую среду, они тоже прямоугольной формы. Прямоугольная форма, четкие линии – это все регулярный стиль ландшафтного проектирования городской среды. Поэтому в нашем парке мы видим четкое пересечение линий, прямых, поперечных, диагональных, и видим четкий композиционный центр. Вот так вот наш парк сформирован. Он, конечно, не имел такого внешнего вида, допустим, 100 лет тому назад, да, каким мы видим его сегодня, да? Тех твердых покрытий здесь не было, здесь были гравийные покрытия. Даже не то, что 100 лет назад. Вот я пока была школьницей, да, это у нас там последние старшие классы, 2006 год, 2007. Мы ходили по гравийной дорожке. Я вот занималась живописью в студии Айнар, и каждый день после школы, то есть как бы этот парк был моим главным транзитным путем от студии до дома. Вот. И мы тогда передвигались по гравийным дорожкам. Сегодня мы видим уже выложенную тротуарную плитку. Город растет. Мы находимся в административном центре нашей столицы, да, то есть как бы здесь очень много связующих элементов, поэтому горожанину нужно быстро добраться из одной точки в другую, поэтому как бы, это хорошее решение, когда центральный парк частично покрыть твердыми покрытиями для того, чтобы доступ был удобным, и передвижение. Но правильно ли это вообще, вот с точки зрения? Что лучше, гравийное покрытие или плиточное? Все-таки это центральный парк. Опять же, я именно буду акцентировать внимание на том, что он транзитный. Да. Поэтому в данной ситуации твердые покрытия, конечно же, удобны. Потому что мы живем во влажном климате. У нас много осадков бывает. Люди у нас, пеших горожан у нас очень много. Мы сейчас не будем говорить о том, что наш город стал городом парковки. К сожалению, это большая проблема. Но для данного парка твердое покрытие очень удобно. И это хорошо, это плюс. Сегодня это плюс. Хорошо. Ну а что вот ты скажешь по поводу посадки, деревья, кустарники и так далее? Посадки. Сегодня мы видим хаотичную посадку, потому что у нас преобладают великовозрастные виды лиственных и хвойных деревьев. То есть это те самые старые вековые посадки, которые сохранились на сегодняшний день. Они у нас разбросаны, это называется солитарная посадка, когда одно дерево высажено на определенной площади. Да? То есть как бы вот они у нас и являются вот этими акцентами этих куртин, которых мы здесь видим. Куртина представляет собой групповой портрет из садовых растений одного или нескольких видов. А если говорить о кустарниковых группах, мы видим, что какие-то выпали, остались не эстетически, не в самом лучшем виде. Да, то есть как бы мы видим остатки живых изгородей, которые были контуром тех зон, которые здесь были раньше. Да, и мы видим остатки аллейных посадок. То есть мы видим, что где-то местами у нас пальмы, где-то магнолии. Мы видим новые посадки, высаженные в последние 10-15 лет. Да? То есть как бы, мы можем сказать, что именно по посадкам здесь преобладает пейзажный стиль ландшафтной архитектуры. Но по своему составу очень красивый парк.
То есть парк, который имеет круглогодичную декоративность, имеет акценты весенние, летние и осенние. Это тоже очень важно, потому что для человека, который каждый день здесь находится, перемещается, картинка должна немножко меняться. Да? То есть как бы это так называемый календарь цветения, который существует у ландшафтных проектировщиков. Когда мы проектируем какие-то территории, особенно связанные с городским озеленением, мы должны учитывать, что цветение должно быть круглогодичным. Да? То есть один вид у нас отцвел, потом наступает цветение следующего. Бывает у нас длительное цветение у них, это типа наших олеандров, красиво цветущих, которые мы их красоту наблюдаем практически в течение всего лета и даже части осени. Да, ну вот в целом по составу можно сказать так. Тогда такой вопрос тебе. Вот ты сказала, что здесь и пейзажный принцип посадки, и регулярный. То есть здесь такое смешение стилей. Да. Ну потому что, вы знаете, когда срок у парка жизни большой, люди, ухаживающие, следящие за парком, тоже меняются. Нашим немножко сложно административным органам, потому что вот у них нет так называемого стратегического плана озеленения. Да? То есть как бы вот у них появилась возможность высадить какие-то кустарники, они высаживают. У них была возможность как-то сохранить, они сохраняют. В целом мы понимаем, что ну вот я как специалист, я вижу, что вот концепция озеленения как таковой пока у нас нет. Но я очень надеюсь, что она когда-то у нас будет. Да, потому что Сухум безумно красивый зеленый город. И все, что мы сегодня в нем видим, это то, что создавалось институтами целыми, да, то есть как бы начиная с имперских времен. Самый большой объем посадок, конечно, был сделан в советский период. Именно вот, по центральной части города, да, то есть как бы, конечно, набережная, это все старые посадки, да, но все-таки вот эти вот наши скверы и парки, все-таки основной акцент был сделан в советское время. Да. И колоссальный объем, колоссальная работа, колоссальный уход, мониторинг, то есть это огромный объем работы и средств, который вот необходим для содержания таких единиц. Нала, вот ты сейчас сказала о концепции озеленения, да? Вот скажи, пожалуйста, не надо быть великим специалистом, чтобы понять, что Сухум – город южный, и что для нас очень важно в летнее время, чтобы были сплошные массивы зелени, чтобы люди шли по тени. Но вот этот парк, который нам очень нравится, но он тень не дает. Он не дает. Он, к сожалению, не дает. Значит, все-таки цель не достигнута. Знаете как? Только красиво. Я, к сожалению, не владею информацией, какой этот парк был, допустим, 50 лет тому назад. Мы не можем сказать. Но мы видим, конечно, крупные виды растений, которые, конечно же, были ниже. И они создавали больше теней, естественно, на тот момент. На тот момент, да. На тот момент теней было больше. Если мы возьмем южную часть парка, там, где у нас представлены камфорные лавры, там, конечно, тенистости намного больше. Да? И вот как раз-таки вот это вот какая-то северо-восточная... Нет, та северная часть, та северная. Вот юго, скажем, восточная часть у нас, видите, все зависит от плотности посадок. Мы просто видим, что транзитные пути, к сожалению, у нас не засажены. Следовательно, это что? Но мы ждем, пока вырастут вот эти виды растений. Видите, они будут со временем создавать ту тень, которая нам необходима. Все это связано с тем, что был определенный пробел. Мы, к сожалению, прошли войну, мы прошли экономическую нестабильность. То есть вот эти вот 10-15 лет послевоенные очень сильно отразились на зеленом составе нашего города. Это все живой материал, его нужно регулярно возобновлять. Что-то гибнет, что-то заболевает, что-то просто теряет свою декоративность. То есть поэтому мы все время упираемся, к сожалению, в материальную составляющую. Согласна с тобой. Вот если наш парк сравнить с Пятигорском, недалеко, как говорится, от нас отойти, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, то у них вот эти ковровые, бордюрные цветы, они так украшают. У нас это не пойдет. Скажу так. Немножко я, как специалист, не люблю использование вот этих вот бордюрных
летников и двухлетников, так называемых, да, потому что они требуют регулярного возобновления регулярной замены. Да. Немножко для меня, вот честно я скажу, что это вот возвращение вот к старой архитектуре, к советской. Нет, почему? Это все идет из Европы. Клумбы, портеры, которые украшались цветочными культурами, это все со времен еще Ренессанса, даже, скажем так, да. Но сегодня для меня, вот мне все-таки хочется, чтобы город был более, скажем так, гибким, удобным, без четких линий, углов, чтобы человеку было комфортно по нему пересекаться, чтобы передвигаться, чтобы даже если ребенок у нас бежит, чтобы вот он не спотыкался об эти бордюры, да, хочется, чтобы вот была вот эта единая гладь. Поэтому клумбы, конечно, они немножко задают вот эту вот регулярность, в которой я хотела бы уйти. Избежать. Да, вот бордюрные акценты в виде бордюрных лент, которые используются на набережной, это красиво. Но в городских парках, где человеку вообще на самом деле можно зайти на газон, расстелить плед и полежать, это нормально. Да? То есть было бы. Вот хочется, чтобы у нас вот такой культуры нет. У нас такой культуры нет, к сожалению. Но газон портится тогда, когда по нему ходят регулярно. Но если на газон раз в неделю прийти, лечь, почитать книжку, с ним ничего не будет. То есть ты призываешь даже к этому? Я призываю к этому, да, потому что городская среда должна быть абсолютно комфортной для каждого жителя. Да? То есть как бы если у меня есть свободное время, я хочу в тени дерева провести ее в городской среде, мне никто не должен запретить этого. Нала, мы видим вот такую картину, которую ты нарисовала в Европе. А когда люди приходят, расстилают покрывало и лежат полдня и отдыхают. А я вообще призываю снять обувь и ходить по траве, ведь это уже доказано, что мы, вот это единение с природой нам просто необходимо даже для здоровья. Мы приземляемся. Это очень важно. Все уходит в землю, вот эти все токи и так далее. Да. Ну, я не думаю, что после нашей передачи все ринутся на траву, но вообще это было бы здорово. Да. Мы бы и сами бы себя лучше чувствовали, и все-таки вот эту вот связь почувствовать с природой очень важно. Для нас, может быть, мы этому не уделяем столько внимания, но это важно. Давайте вот к нашей абхазской культуре вернемся. Да, у каждого абхазского гражданина всегда был двор ашт, да. Это была зеленая поляна, она и сегодня есть, мы это видим, да, это была выстриженная зеленая поляна. Да. Понятно, что, конечно, никто на ней там долго не проводил свое время, но смысл вот этого вот открытого воздуха, открытого пространства, чистого газона, мне кажется, он все-таки привносит какое-то умиротворение вот человеку, поэтому всегда у нас присутствовал еще элемент дерева, который создавал эту тень. Обязательно, да, вот в целом. В жаркое время года. Но и вот этот вот газон, он как-то вот, мы как-то с ним идем вот постоянно, вот он всегда рядом с нами. Поэтому и в городской среде мне, например, нравится, что вот в этом парке выделены вот такие полянки, да, на которых можно проводить свое время. Мы видим, что потом вот наш газон, знаете, он немножко такой специфичный. Сколько бы мы сюда не завозили бы партерного классического газона с определенными там где 4 там смеси трав идет, наш агрессивный климат всегда сюда внесет что-то свое. Да? Поэтому мне нравится, что он у нас, скажем так, это называется мавританский стиль, когда цветочки вылезают где-то, да, то есть мы видим там желтенький, там мы видим клевер, то есть как бы в целом это тоже такой уют определенный создает. Если бы это был, конечно, если это был бы, допустим, парк при каком-то дворцовом ансамбле, там эти вещи недопустимы, там идеальный партер. За которым тоже следят регулярно, да, как англичане шутят, почему у них самые лучшие газоны, потому что 200 лет на них пасутся их овечки. Ну, то есть как бы везде нужен уход. Да. Нала, ну вот смотри, мы субтропическая страна. Понятно, что у нас очень многое может произрастать, но не все. Не все, конечно. Не все. Поэтому совершенно очевидно, что вот эти магнолии, вот эти японские клены, вот то, что мы видим,
что оно очень органично, дает Ну да, это тень. интродуценты, которые прижились, у которых активный рост. Да та же магнолия суланджа, которая так красиво. Вот когда она распускается, сразу дух весны моментально. Да. То есть мы чувствуем, что вот она, весна пришла. Да. То есть, конечно, без этих элементов уже город не представляет. И еще один акцент я хотела бы именно в этом парке сделать. Вот я обратила внимание, что здесь растет тис. Да. Причем мы знаем все, что тис – это священное дерево абхазов. Да, да. Что под тисом даются клятвы и так далее. А здесь он еще растет тремя стволами. И он везде практически тремя стволами. И вот здесь. Да, и вот здесь. Я думаю, что жители Сухума обратили на это внимание, что у нас вот тис так благополучно растет в Тис парках. вообще очень хорошо себя чувствует в наших условиях. Да. Из тиса еще создаются прекрасные живые изгороди. Да, то есть при том, что вот это такое гигантское дерево, да, но если его содержать в определенных рамках, очень красивые живые изгороди можно сделать. Нала, и вот насколько органично вот эта детская площадка она в этом отлично парке? Здесь вписалась. Мое мнение, что она очень хорошо здесь вписалась. Конечно, это именно данная площадка категории от 0 до 3 лет, она для самых маленьких. Да. Она выполнена из очень качественных материалов, поэтому их здесь не так много представлено. Ну, скорее всего, бюджет был определенный, маленький. Поэтому то, что вот смогли, поставили. Да? Но вот я даже как мамочка, у моей дочки скоро будет 2 года, она с удовольствием проводит это время на этой площадке. Мы мимо пройти не можем, да. Но и в целом я вижу, что она детьми занята практически весь день. Это площадка. Да. Вообще все городские парки по своей структуре обязательно должны иметь такие единицы. Да? То есть все, что связано с оздоровительной частью населения. А это для чего сделано? Для того, чтобы ребенок физически развивался. То есть это необходимый элемент. Да. Но когда вот это очень хорошая была инициатива поставить здесь детскую площадку. Это уже ее перерождение, потому что здесь была другая. Да. Да, но, к сожалению, она себя изжила, и вот новая появилась отличная площадочка. В 1915 году старая рыночная площадь в центре города была превращена в городской парк. Здесь были посажены деревья, построен бассейн с фонтаном, вход был украшен аркой. Это был один из молодых парков, расположенных в центре города. Он граничил с улицами Сталина, Молотова, Кагановича и Фрунзе. Парк был хорошо распланирован и имел несколько входов, богат субтропическими деревьями и кустарниками. В 1940 году в центре парка на месте бассейна был установлен памятник Сталину, и парк стал называться его именем. В 1943 году в сквере имени Сталина была проведена очистка и подрезка бордюров, разбиты клумбы, посажены декоративные растения. Но за парком не было постоянного ухода. Во время Великой Отечественной войны парк был запущен, бродил скот и валялся мусор. Капитальную реконструкцию парка на площади в 13 тысяч квадратных метров начали в 1948 году. 2 месяца сухумцы, засучив рукава, работали на благоустройстве парка. Работами руководила агроном-декоратор, дендролог Валентина Олейникова. В 1970 году парк уже носил название «Трудовой славы». В парке были расставлены скамейки, функционировала баскетбольная площадка, горожане приходили в сквер отдохнуть и послушать радиопередачи. Но это один тоже из центральных парков города Сухума и тоже носил много названий. Одно из них парк Сталина, сейчас это парк боевой славы. Что здесь, какие композиционные приемы применили дендрологи в этом парке? Ну, не только дендрологи, скажем, и проектировщики, да, потому что мы видим здесь такую же концепцию. Мы видим основной композиционный центр, в котором притягиваются наши аллеи, продольные, диагональные, поперечные. Да. Сегодня парк у нас носит уже сакральный характер, является, скажем,
точкой притяжения в определенные даты, связанные с нашей историей, да, и поэтому мы видим что? Мы видим, что основная центральная аллея украшена, выложена другим камнем, да, то есть то есть здесь уже твердое покрытие подчеркивает, что это главный вход на территорию парка сегодня. Вообще у него 4 входа. Да. Вот как бы, да, с каждой стороны есть. Это всегда в каждом парке, это главный вход. Нет одного главного входа. Да. Но вся концепция у нас же поменялась. Да? Теперь у нас парк боевой славы. То есть напротив музея боевой славы находится главный вход на территорию парка. Да. Да. Что касается растений, тоже растения. Тут есть и старые посадки. Здесь, конечно, старые посадки. Конечно, вот именно этот парк, я могу сказать, что он самый ухоженный из всех, которые у нас есть в городе. Ну, это, скорее всего, все связано, естественно, с комплексом могильным, да, и с самим памятником Победы. Он великолепный, в каком смысле, он тенистый. Да. Здесь круглогодичная декоративность. Мы видим и аллейные посадки, и собранные декоративно-кустарниковые группы, большое количество красиво цветущих кустарников. То есть это тоже важный элемент в формировании городской среды. Да. Да? Что у нас здесь еще преобладает? Ну, преобладают, конечно, по посадкам магнолий, потому что вся периметриальная часть, все высажено из магнолий, то есть вот здесь присутствуют аллеи. И камфорный лавр. Камфорный лавр. Потом у нас прекрасные кустарники, самшиты, пальмы, кипарисы, сосны, кедры. Вот, мне кажется, та плакучая ива всегда какой-то акцент создает свой. Только в этом парке она вот такая большая есть. Есть, конечно, у Сухумки там, где у нас Сухумка вытекает в администрации президента. Но вот эта вот ива, это, мне кажется, все наши детские фотографии. Здесь же был фотограф. И вот все наши фотографии с бабушками, с мамой вот у этой ивы. Да. То есть по своей декоративной составляющей очень красивый парк. Но он все-таки отличается от того парка большей тенью, да? Да, он отличается. Здесь плотность посадки больше. То есть вот тут я бы не выделила какие-то зоны, где мы могли бы на газончиках провести время, да? То есть как бы... Хотя дети, вы знаете, дети очень любят этот парк. Ну вот в парке боевой славы захоронения у нас многие погибшие, чью память мы чтим каждый раз. Да, мой папа в том числе похоронен в этом парке. Вот мы сказали, что основной вход в парк у нас теперь идет со стороны музея боевой славы. Да? И весь комплекс могил у нас расположен на главной композиционной оси данного парка. Да? То есть как бы это четкая регулярная планировка. То есть могилы у нас видны со всех сторон. То есть это является главным центром данного парка. То есть как бы сама скульптура кинжал вонзённый является композиционным центром, а вот эти вот линии, ведущие к нему, как раз-таки на них расположили комплекс самих могил. Ну и последнее, Нала, все-таки именно вот в этом парке это новая аллея с павловнией. Что ты скажешь о павловнии? Что могу сказать о павловнии? Для меня это не совсем изученный вид. Я павловнию видела только, скажем так, на просторах интернета. Да? То есть как бы вот это ее красивое цветение сиреневого цвета. Мы видим, что саженцы уже приобретают свою раскидистую форму. Единственное, что, насколько я знаю, мне кажется, что это очень крупное дерево. Если его формовать правильно, содержать, оно не достигнет больших размеров. То есть как бы и не испортит, скажем так, всю дорожно-тропиночную сеть. Да? То есть как бы если... Но у нас агрессивный климат, вы понимаете, у нас деревья максимальных размеров достигают своих вот этих вот физиологических. Поэтому просто город должен следить, держать в рамках ее. Понятно. В целом. Но единственное, что мне не нравится, то, что она очень сильно осыпает. Ну, то есть это листопадная культура. Она не дает тени, которые нужны нашему городу. Но опять же, пока мы не знаем, посмотрим, что будет летом. Ну, будем надеяться, что она будет прекрасной когда формой, вырастет, которая вот она будет, наконец-таки даст нам
тот эффект, эту прохладу. да, тот эффект, Будем который надеяться. необходим нашему городу, к сожалению. Ну, как бы Да. нашему городу всегда нужна тень. Да. Налочка, спасибо тебе большое. Я думаю, Вам нашим спасибо. зрителям будет интересно послушать о парках Сухума в частности. Спасибо.